Сегодня наш вебинар, наша консультация посвящена возрастным особенностям речевого развития детей. Давайте мы начнем потихонечку. Важнейшее приобретение в дошкольном возрасте является владение речью, как средством для познания того, что его окружает, и тех, кто рядом с ним. То есть речь это является высшая психическая деятельность. А дошкольный возраст – это самый подходящий период для обогащения и развития речи детей, так как если к 6-7 годам жизни ребенок не достиг определенного уровня развития речи, дальше ему будет намного сложнее. И в первую очередь, конечно же, при поступлении в школу, в обучении начальных классов, ведь общение как с другими детьми, одноклассниками, так и с взрослыми педагогами будет очень сильно затруднено для данного ребенка. Ну, давайте рассмотрим, что же такое все-таки речь. Речь – это сложившаяся в процессе исторической эволюции человека форма общения, опосредованная языком. Так, ну и рассмотрим основные функции речи. Речь – это наиболее совершенное, емкое, точное и быстродействующее средство общения между людьми. В этом возрасте состоит ее межиндивидуальная функция. Еще одна функция речи – речь служит орудием осуществления многих психических функций, поднимая их до уровня ясного осознания и открывая возможности произвольно регулировать и контролировать психические процессы. В этом состоит и внутрииндивидуальная функция речи. Ну и что же еще что за функция речи у нас есть? Она представляет отдельному человеку канал связи для получения информации из общественно-социально-исторического опыта. В этом состоит общечеловеческая функция речи. Давайте рассмотрим, какие же бывают виды речи. Ну, естественно, это внешняя вербальные коммуникации, то есть коммуникация, общение с людьми. Да? Что входит в вербальные коммуникации, во внешнюю речь? Это письменная речь, которая формируется у ребенка уже в школьном периоде, устная речь, которая формируется от рождения и уже до школьного периода. В устную речь также, ну и, естественно, формируется в начале самого рождения ребенка и функционирует на протяжении всей жизни. К устной речи относится это монологическая речь, когда вот в данный период времени я веду с вами монолог, то есть я вам о чем-то рассказываю. Ну и диалогическая речь – это когда разговаривают два и более людей. Ну и есть внутренняя речь, мыслительная, и речь кинетическая, невербальная коммуникация – это мимика, жесты, поза. И если, предположим, ребенок слабослышащий, да, либо ребенок, у которого еще не сформировано, то есть не то, что не сформировано, а задержка речевого развития, то многие дети выражают именно свои потребности мимикой либо жестами. Ну, при сохранном интеллекте, естественно. Ну и давайте посмотрим этапы развития речи. Какие это этапы, дальше мы рассмотрим более подробно. Это первый этап – довербальный. Второй этап – переход ребенка к активной речи как ведущего средства общения. И третий этап – это совершенствование речи как ведущего средства общения. Так, что такое довербальный этап? Он приходится на первый год жизни. В этот период в ходе довербального общения с окружающими складываются предпосылки развития речи ребенка. Ребенок не умеет говорить, но складываются условия, обеспечивающие овладение речью ребенка в последующем. Такими условиями является формирование избирательной восприимчивости к речи окружающих, предпочтительно выделение ее среди звуков, а также более тонкая дифференцировка речевых воздействий по сравнению с другими звуками. Ну, наверное, каждая мама, наверное, вспомнит, как ее младенец реагировал на звуки речи, то есть как реагировал на голос мамы, да, что он улыбался, радовался тому, что вот знакомый голос услышал, и как настороженно, если, предположим, рядом находился другой человек, разговаривал рядом другой человек, да? И, наверное, дети, малыши, они все-таки более чувствительные, чувствуют именно этот темп, эту
плавность и мягкость речи, да, и поэтому по-разному бывает реагируют на звуки. Так, также возникает чувствительность к фонематическим характеристикам звучащей речи. То есть дети именно начинают слышать звуки речи. А вся наша речь, то есть если мы возьмем изначально, да, то слова состоят, естественно, из звуков, да, вот, и предложения состоят из слов, а наша речь состоит из предложений, да, грамотно сформулированных. Так, довербальный этап развития речи завершается пониманием ребенка простейших высказываний взрослого, возникновением пассивной речи. Дальше идет переход ребенка к активной речи. Он приходится обычно на 2-й год жизни. Ребенок начинает произносить первые слова и простейшие фразы. Развивается фонематический слух, это звуковосприятие. Большое значение для современного владения ребенком речью и для нормального темпа ее развития на 1-м и 2-х этапах имеются условия общения со взрослым. Эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, деловое сотрудничество между ними и насыщенность общения речевыми элементами. Как раньше я уже на других консультациях говорила, да, что чем больше вы разговариваете ребенка, тем активнее развивается, обогащается его словарный запас. Поэтому не оставляйте ребенка одного с самим собой, больше с ним общайтесь, разговаривайте, оречевляйте все то, что вы видите, все, что с ребенком происходит, все движения. Добавляйте к речи ребенка обязательно слова-признаки, то есть прилагательные, да, чтобы как можно больше насыщался словарь ребенка. И тогда ребенку будет намного легче и общаться со сверстниками, со взрослыми, и не будет никаких проблем сложных. Потому что вот сталкиваясь с тем, что у ребенка не хватает словарного запаса, отсюда может появляться нервозность, какие-то негативные проявления, агрессивность может проявляться. Поэтому больше разговаривайте с детьми. Так, дальше совершенствование речи как ведущего средства общения. Это следующий этап. В ней все точнее отражается намерение говорящего. Все точнее передается содержание и общий контекст отражаемых событий. Происходит расширение словаря, усложнение грамматических конструкций, четче становится произношение. Но лексическое и грамматическое богатство речи у детей зависит от условий их общения с окружающими людьми, как только что я вам сейчас говорила. Они усваивают из слышимой ими речи только то, что необходимо и достаточно для стоящих перед ними коммуникативных задач. Ну, давайте рассмотрим, какие же нормы существуют для детей от 1 до 4 лет. Ну, давайте посмотрим. 1 год. Году малыш должен знать много слов и показывать на предмет, который называет взрослый. То есть здесь уже мы говорим сначала не о самой как таковой речи, а именно о понимании речи. Это называется пассивный словарный запас. В активном словаре, в активном запасе у ребенка должно быть 8-10 слов. Это могут быть упрощенные слова: биби, киса, ляля и так далее. Ребенок учится обобщать, например, показывать собаку в книжке и на улице. То есть разные предметы, да, классификация. И, ну, как уже сказала, да, то есть собака живая, собака на картинке, собака на фотографии, то есть все это собаки, общее название, что это собаки. То же самое про другие предметы мы можем говорить. Дальше. 2-3 год жизни. В это время активно пополняется словарный запас ребенка. Он начинает разговаривать уже предложениями, начинает использовать простые предлоги. В этом возрасте ребенок уже различает цвета, формы, размер. Не удивляйтесь, что к 3 годам ребенок будет болтать без умолку, задавать кучу вопросов. Дети могут выучить короткие стихи к этому времени. Ну, естественно, классика нашего детства – это стихи Агнии Барто. А почему дети быстро их усваивают? Потому что там очень достаточно простой и
маленький по объему и хороший ритм, когда ребенок может это все запомнить. Дальше рассмотрим. Речевое развитие детей 3-4 лет. Давайте посмотрим. Ребенок уже к 3-4 годам использует различные части речи, кроме деепричастий и причастий. То есть, как я вам уже говорила, то есть обязательно словарь у нас идет. К 3-4 это по норме формируется. Естественно, предметный словарь, глагольный словарь, словарь признаков, прилагательных словарь, словарь наречий, словарь антонимов. Вот все это у нас уже к 3-4 годам потихонечку начинает формироваться. Правильно ребенок называет предметы и их качества, действуя с ними. Вот как я уже вам сказала, что глагольный и словарь признаков, прилагательных. Знает обобщающие слова. Что значит обобщающие слова? То есть мы называем предметы, которые потом можно обозначить одним словом. Например, помидор, огурец, картофель – это овощи. Стул, диван, стол, шкаф – это мебель и так далее. Дальше ребенок понимает уже многозначные слова типа ножка, ручка, да, то есть у нас, например, ножка может быть у стула, ножка это может у ребенка быть ножка, ножка у гриба может быть, ну и так далее. Согласовывает существительные с прилагательными и глаголами. Например, мальчик идет, дети идут, сладкий торт, сладкая конфета, да, если уже вот вы слышите, что ребенок может, например, какие-то проблемы не может сформировать красная или красная рубашка, например, да, вот, то уже тут надо задуматься, почему у ребенка идет несогласование. То есть в норме ребенок уже может согласовывать. Ну и также к 3-4 годам употребляет ребенок пространственные предлоги в, на, под, над, за. Правильно произносит все звуки речи, могут быть исключения для шипящих, свистящих л и р. Вот, то есть это к концу 4-го года жизни уже. Вот. И, ну и может также ребенок пересказать к концу 3-го года жизни, пересказать несложный текст. Также может читать, декламировать стихи. Давайте дальше посмотрим. Вот, наверное, нормативы речевого развития от года до 4 лет. Посмотрите, значит, в год уже ребенок должен знать от 9 до 15 слов. В 2 года словарный запас ребенка уже составляет 250-300 слов. В 3 года словарный запас ребенка от 1500 до 2000 слов. Ну и к 4 годам 2000-3000 слов. Это мы, если рассматриваем по норме речевого развития. Так, ну и давайте теперь посмотрим особенности речевого развития старших дошкольников. Правильная речь ребенка неотделима от его полноценного развития. Понимание речи окружающих, выражение собственных желаний и мыслей. Вот уже эти особенности. Общение со взрослыми, сверстниками, все это активно вводит ребенка в жизнь, способствующую интеллектуальному развитию и формированию гармонически развитой личности. Так. Ну и теперь давайте посмотрим, как к началу к 5 годам ребенок уже словарный запас его составляет 2500-3000 слов. Ребенок может составить рассказ по картине, применяет обобщающие понятия, то есть цветы, дикие животные, обувь, транспорт. Обобщающие понятия – это, скорее всего, все, не скорее, а то, что окружает ребенка, это ближайшее окружение ребенка. И об этом мы, ну, то есть он постоянно с этим сталкивается. Да? Если даже, например, дикие или домашние животные мы не можем увидеть на улице, предположим, да, но в любом случае ребенок смотрит и мультики, читает книжки, он уже знает, кто такие дикие животные, кто такие домашние животные. Ну, а, например, обувь, одежда – это все то, что
с ребенком всегда и везде. Поэтому обобщающие понятия ребенок уже к 5 годам должен знать. Также используют предложения все части речи: прилагательные, местоимения, депричастие, междометие и тому подобное. Разговаривает на понятном взрослом языке, хотя встречаются и ошибки при ударении, при склонении существительных. Чисто произносит все звуки, определяя гласные и согласные, твердые и мягкие. Ну и уже к концу дошкольного периода посмотрим мы все, что ребенок уже набрал, да, все знания, все, что он умел к 5 годам, уже это все переходит в более развитый уровень. И уже к концу дошкольного возраста ребенок использует в речи от 3500 слов. Разговаривает образными выражениями, метафорами. Ну, например, вот пример приведен: радужная улыбка, мамино счастье. Также может склонять члены предложения по роду, падежу и числу. Любит и охотно рассказывает сказки, сочиняет истории, отвечает на вопросы. Так. Ну, речь человека не является чем-то врожденным, она возникает и формируется в ранние годы. Очень часто родители уделяют недостаточно внимания развитию речи детей в раннем возрасте, что приводит к нарушению процессов речевого онтогенеза, то есть развития, и ведет к проявлению следующих проблем. Это нарушенное звукопроизношение, ограниченный словарный запас, ребенок не способен к обобщению и классификации понятий, несформированность недоразвития грамматического строя речи и несформированность недоразвития связанной речи. Но, предположим, если нарушенное звукопроизношение, если оно не несет какого-то сложного более нарушения, функционального, органического нарушения, да, то всегда звукопроизношение является образцом для ребенка. Он должен слышать правильную речь, правильные фонемы, правильные звуки для того, чтобы формировались звуки у него, у ребенка. В норме проблем с этим не бывает, если норма. Если какое-то отклонение или бывает действительно педагогическая просто запущенность, как уже выше я говорила, что родитель просто не обращает на это внимания, то тогда, конечно, проблемы останутся, и они могут укорениться. Если их не исправлять, то они так и останутся. Ограниченный словарный запас, как я вам уже говорила в начале, да, вот именно активное речевое общение в раннем возрасте, оно и обогащает этот словарный запас. Уже выше мы уже с вами говорили, что именно входит в словарный запас. Еще раз повторюсь: существительные, прилагательные, глаголы, местоимения, причастие, депричастие. Все это является словарным запасом ребенка. И именно не пассивным словарным запасом, а активным, когда ребенок именно употребляет данные слова. Дальше, несформированность грамматического строя речи. Что это влечет за собой? Это неумение ребенком, как уже тоже я раньше говорила, неумение ребенком согласовывать слова в роде, числе, падеже. То есть, когда ребенок, например, какой-то в падежной форме задаешь ему вопрос, да, и ребенок не может правильно ответить на вопрос, неправильно окончание. Например, спрашиваешь ребенка, сейчас пример приведу, вспомню, кому ты дал, например, конфету, да, а ребенок мама, да, или даже смысл конфета, даже не может понять смысла вопроса, да, то уже это уже говорит о том, что идет нарушение. Или неправильно форма, кому дал конфету, папа, там, Таня, да, то есть не Тане, не папе, не маме, да, то есть не может правильно сказать окончание слова.
Что же еще у нас входит в несформированность грамматического строя речи? Это когда ребенок не может согласовать прилагательное с существительным, когда не может согласовать глагол с существительным, например, Петя ходила, да? Или Таня смотрел, то есть уже несогласованность, или солнце светило, то есть светило, да, например, да, уже ребенок не может. Значит, тут уже проблемы возникают. Ну и дальше, естественно, не сформирован грамматический строй речи, а от этого уже идет несформированность связанной речи, когда ребенок уже в предложении не просто не может ответить на вопрос, он не может связать слова грамматически правильно в предложении. И от этого происходит, то есть окружающие не могут ребенка понять, и могут происходить именно психологические проблемы. Ну, давайте посмотрим, что же дальше еще. Вот как же выяснить уровень речевого развития старших дошкольников? Словарная работа, что сюда входит? Понимание смысловой стороны слов, определение значения слов, подбор синонимов, антонимов, ассоциаций к многозначным словам разных частей речи, выявление точности словоупотребления в рассуждениях и повествовательных высказываниях. Так, что же такое грамматика? Это понимание понятий слова, словосочетания, предложения, согласование существительных и прилагательных в родительном падеже множественного числа, образование новых слов с заданной основой, определение смысловой структуры предложения, составление предложений разных типов. Ну вот я вам уже говорила, что может нести за собой нарушение грамматического строя. Фонетика. Что же такое? Понимание терминов звук и слог. То есть звук это отдельный, то есть у нас не как мы алфавит учим, не М, С, да, а у нас есть звук М, С, звуки гласные А, О, У, И. Также что такое слог? Слог это сочетание звуков, в которые обязательно должен входить гласный звук. Предположим, это простые слоги. Ба, па, то, мо. Может быть слог со стечением согласных. Со стечением это значит два согласных звука может в слоге, но обязательно должен быть гласный звук. То есть это, например, та, кто, мты. Вот это тоже будет слог. Также, что входит в понятие фонетика, это звуковой анализ слова, звуковое оформление высказывания, темп речи, дикция, владение голосом, интонация законченности предложения и высказывания, плавность изложения текста, его интонационный рисунок и выразительность речи. Посмотрите, что входит в этот раздел, именно раздел фонетики, дикция. Дикция. Мы должны учить ребенка выговаривать четко слова, произнося звуки речи правильно, если они есть у ребенка, правильные звуки. Также мы должны владеть голосом, мы должны уметь учить ребенка говорить тихо. Должны также учить говорить ребенка громко, можно с понижением голоса или с повышением голоса. Умение владением голосом, естественно, помогает интонационно ребенку выражать свои мысли. Также интонация у нас вопросительная, восклицательная. Все интонация – это эмоциональное проявление речевой активности ребенка. Ну и дальше посмотрим, что же такое связанная речь. Это построение связанных высказываний разных типов, рассуждение, повествование, умение структурно выстраивать текст, развивать сюжет по серии картин, соединять части высказывания разными способами связи грамматически правильно и точно. Что значит у нас развивать сюжет по серии картин? Наверное, сначала ребенку, вообще, когда мы учим рассказывать ребенка по картинам, мы даем ему сначала просто описательный рассказ. Описательный – это как описывание одного какого-то предмета. То есть целостно, мы смотрим, целостно воспринимает ли ребенок эту картинку, да? Перечисление деталей картинки,
световое настроение. Вот. Сюжет, то есть серия картин, это когда выкладывается какая-то либо история, начиная сначала, то есть ребенок может определить, где начало истории, где конец истории, то есть последовательность эту выстроить и уже одной-двумя фразами по каждой картинке составить целостный рассказ. Ну и самое сложное для ребенка это когда идет рассказать именно составить рассказ по сюжетной картине, либо по многосюжетной картине, когда многосюжетных линий это уже достаточно высокий уровень развития связанной речи. То есть когда ребенок воспринимает не фрагментное, а именно целостное восприятие и может по каждому, предположим, фрагменту или объединить эти фрагменты, составить какой-то качественный развернутый рассказ. Это уже достаточно высокий уровень, как я уже говорила. Так, ну давайте посмотрим, что же какие причины могут влиять на возникновение речевых нарушений. Ну, если мы сейчас с вами обратим внимание, то да, достаточно экологическая обстановка у нас ухудшилась, к сожалению. Вот, и, наверное, данные вот эта причина, она, наверное, будет иметь место в нарушении, в речевом и на нарушении развития ребенка. Дальше посмотрим также, прошу прощения, также причиной может быть увеличение числа патологий беременности. Следующая причина – это увеличение количества родовых травм. Чаще вот к нам детки поступают в детский сад, в речевой коррекционный детский сад, и у многих деток в анамнезе стоит именно какие-то асфиксии, состояние удушья во время родов, да, то есть обвитие пуповины, что влечет за собой именно сдавливание сосудов, шейных отделов позвонка. И это как раз может являться причиной речевых нарушений. Так, следующее, ну, естественно, ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости. Если мы сейчас посмотрим, тенденция идет к тому, что очень много у детей появляется каких-то сопутствующих заболеваний, приобретенных, либо врожденных. Очень детей много аллергичных идет, с различными аллергиями. Ну и также причины, естественно, различные социальные причины. Как я вам уже говорила, что может относиться к социальным причинам, это педагогическая запущенность, то есть когда на ребенка не обращают внимания, с ним не общаются, то есть ребенок предоставлен сам себе, либо играет сам с собой, либо уходит на улицу, то есть контроля за деятельностью ребенка нет. И нет возможности именно ребенку развиваться именно в семье. Поэтому вот возникают такие причины. Ну, давайте. Сейчас я... Так. Критерии базового уровня речевого развития, который ребенок должен достичь в дошкольном детстве. То есть для того, чтобы быть успешным в школе, ребенок должен владеть литературными нормами и правилами родного языка. Что значит литературная норма? Это как раз умение грамотно выстраивать предложения, когда ребенок разговаривает, правильно строить фразу, или именно правила родного языка. Сюда же как раз и входит лексика и грамматика, вот свободное пользование, лексика и грамматика при выражении собственных мыслей и составлении любого типа высказывания. Следующим критерием это умение вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками, слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять. Тоже достаточно высокий уровень. И бывает, конечно, все это может быть
Зависит, естественно, и от темперамента ребенка, но самое главное научить ребенка диалогической речи. Именно для коммуникации учить ребенка общаться. Следующий критерий – это знание норм, правил и правил речевого этикета, умение пользоваться ими и сообразно ситуации. То есть почему мы разговариваем с детьми о правилах поведения каких-то, да, вот это как раз это правила речевого этикета. Ну и, естественно, уже к концу дошкольного возраста ребенку уже может элементарно, то есть критерии базового уровня, это элементарное умение чтения и письма. Так. Развитие всех сторон речи, взятый в аспекте ее образности, выступает фундаментальным условием развития самостоятельного словесного творчества, которое может проявляться у ребенка в сочинении сказок, рассказов, стихов и потешек и загадок. И это уже, как я уже говорила, самый высокий уровень, когда ребенок уже может самостоятельно сочинять, фантазировать и сочинять. Так, ну и давайте, наверное, закончим на этом. Как бы готовясь к данной лекции и вот поступают такие вопросы, в каком возрасте появляются, я для себя отметила, что родители спрашивают, в каком же возрасте все-таки появляются звуки, начинает. Ну, давайте рассмотрим то, что мы уже говорили, что первые звуки у ребенка, если вы сами будете вспоминать сейчас, да, это, естественно, гласные звуки. Когда ребенок кричит, уже появляется звук. Вот. И мы уже можем понимать, может ли ребенок говорить, например, А, О, У, И, Э. Это первый год жизни. То есть от года начиная, то есть второй уже год жизни. Дальше появляется у нас год и два, значит, и звуки согласные, губные. М, П, М, Б, П, Б. Это возраст от года до 2. В этом возрасте появляются согласные губные звуки. Дальше у нас, если мы посмотрим, уже к 2-3 годам появляются звуки более сложные, гласные. Это, они, конечно, могут появиться и раньше. Это И, У. Также появляются заднеязычные звуки, хотя они могут быть, если есть проблемы звукопроизношения, они могут появиться и позже. Заднеязычные звуки – это К, Г, Х, К, Г, Х. И. Тоже достаточно сложный звук. Ну, также появляются переднеязычные звуки Н, Н, Т, Т, Д, Д. То есть мягкие. И губно-зубные звуки – это В, Ф, В, Ф. Так, начиная с 3 лет уже появляются звуки, как так называемого позднего антогенеза. Данные, ну вот посмотрим, значит, первое идут С, С, З, З, потом появляются звуки, значит, Ц, затем шипящая группа шипящих звуков появляется, уже до 5 лет она должна сформироваться, Ш, Ж, Ч, Щ. Ну и к завершению, вот уже, как бы, если смотреть в норме, то к 6 годам уже формируются, к 6 годам должны сформироваться сонорные звуки, так называемые, это Л, Л, Р, Р, к этому возрасту. Вот так появляются звуки у нас. Следующий вопрос, который задают часто родители, что такое ЗРР, ставит, предположим, невролог или логопед. ЗРР – это задержка речевого развития. Такой диагноз, заключение ставится
деткам до 3 лет. Не надо путать, что есть задержка психоречевого развития, тут еще затронуты психические процессы. Задержка речевого развития – это как раз когда у ребенка есть пассивный словарь, то есть ребенок понимает назначение каких-либо слов, но, к сожалению, не может их выразить. То есть также нарушено звукопроизношение. В данном случае ставится задержка речевого развития. Ну и, естественно, проводится коррекционная работа. Так, какие еще вопросы? Да, вот иногда бывает вопрос такой, если ребенок попал к логопеду, например, либо на консультационном пункте, либо логопункт, то родители спрашивают, нужно ли им заниматься дома. Однозначно да. Логопед, он как бы является таким запуском, звеном, который дает толчок, помогает ребенку правильно, если звукопроизношение правильно поставить, выбрать позицию. Также логопед учит родителей, и родители дома должны закреплять. Постоянное закрепление, автоматизация поставленного звука. Ставить, конечно, родителям не надо, если уже, конечно, каких-то нет условий, когда не могут попасть к логопеду, может, можно как-то где-то посмотреть, научиться самостоятельно помочь ребенку. Но когда ребенок занимается с логопедом, логопед дает правильный настрой. И тогда родители должны именно закреплять. Когда закрепляется звук, то он быстрее вводится в речь, затем в активную речь уже, ну и когда уже звук достаточно хорошо введен в речь, тогда уже, естественно, обращать на это внимание не надо, тогда уже автоматизирован. Поэтому однозначно с ребенком обязательно нужно не только по звукопроизношению, но и по общему развитию, по общему речевому развитию закреплять все то, что дает логопед. Так, какой же еще вопрос? Да, задается также, родители задают такие вопросы. Какие звуки наиболее сложные для постановки, для малышей? И сколько времени требуется отвести занятиям, чтобы ребенок научился правильно произносить звуки? Скажу сразу, все индивидуально. То есть ребенок, иногда можно звук поставить буквально за 1-2 занятия и потом автоматизировать, вводить в речь его. Да? Иногда бывает, и не то что 1-2 занятий, бывает месяца, 2 не хватает для того, чтобы поставить звук. Потому что если есть какое-то, например, органическое нарушение у ребенка, да, или функциональное нарушение, когда неправильный там прикус, или короткая уздечка, толстый массивный язык, поэтому идет различная работа логопеда именно для того, чтобы поставить. Поэтому достаточно все очень сложно и индивидуально. Бывали случаи, что у ребенка звук как бы есть изолированный звук, то есть отдельно ребенок произносит, но в речи он его не произносит, то в данной ситуации просто вызывается звук, вводится в слоги и затем вводится уже в слова и во фразу. Только нужен толчок, и для этого как бы достаточно нескольких занятий. Поэтому сказать однозначно, сколько будет ставиться звук, ни один логопед вам не даст данной информации. Поэтому все только индивидуально. Есть еще такой вопрос, задают родители, что такое короткая уздечка? На самом деле она мешает развитию речи. И всегда ли необходимо хирургическое вмешательство? Но если вы посмотрите, предположим, упражнение такое дать ребенку подцокать язычком, да, вот такое упражнение. И если вы видите, что ребенку тяжело выполнять это упражнение, да, посмотрите, может кончик язычка немножко, если заглянете вглубь, попросите вытащить язык ребенка вперед и увидите, что немножко раздваивается язычок, то можно уже говорить о том, что уздечка короткая. Не всегда короткая уздечка, она может мешать, да, потому что она может
подъем языка, то есть большинство у нас звуков идет верхний подъем языка. И могут возникать проблемы. Для этого делаются артикуляционные упражнения. Если ребенок уже достаточно взрослый, когда уже есть у ребенка речь какая-то, естественно, звуки речи, он разговаривает, то в данной ситуации, наверное, я даю такую родителям говорю о том, что нужно именно делать артикуляционные упражнения, надо уздечку растягивать. Если уже совсем плохо, то, может быть, обратиться, конечно, к хирургу, чтобы подрезали, но это, представьте себе, время для реабилитации, время то же самое на то, чтобы, опять же, эту уздечку сделать пластичной, чтобы она растягивалась достаточно хорошо. Опять же, уходит достаточно много времени. Поэтому, если язычок хоть немножко поднимается, если уздечка, то есть подъем языка есть, то просто растягивать уздечку, делать упражнения на растягивание. И в данной ситуации не нужно хирургического вмешательства. Оно может быть производиться, когда ребенок еще в младенческом возрасте. Тогда можно подрезать уздечку и уже потом реабилитация, это еще речевого развития как такового у ребенка нет, и реабилитация она пройдет намного легче для ребенка. В более старшем возрасте там уже нужно смотреть именно от ребенка, именно от этих проблем. Так, ну и еще один вопрос, который часто задают мне, и вот поступил. Необходимо ли обращаться к неврологу, что часто логопед направляет ребенка к неврологу. Для чего это нужно? Родители пугаются, что нас поставят на учет, зачем нам это надо, почему-то невролог ассоциируется с какой-то опасностью для ребенка. Ничего подобного. Если у ребенка действительно тяжелое нарушение речи или есть проблемы с речью, если вы уже, как мы уже говорили, что у нас есть в онтогенезе, помимо звукопроизношения, если проблемы еще с лексикой, с грамматикой, именно с формированием связанной речи, то обязательно нужно обращаться к неврологу, чтобы невролог мог дать свое компетентное заключение данному ребенку, дать медикаментозное лечение для того, чтобы сделать некий запуск отделов головного мозга, который отвечает именно за данные процессы, речевые процессы. Поэтому, когда идет именно коррекционное развитие в совокупности именно с медикаментозным лечением, то это достаточно хороший позитивный результат, который может вывести ребенку норму речи дать. Поэтому не бойтесь, уважаемые родители, обращаться к неврологу, если видите, что у ребенка проблемы с речью. Это не значит, что вы встанете на учет и вы будете постоянно, как говорят, это клеймо какое-то. Нет, ничего подобного в данной ситуации нет. Так, ну вот, наверное, на все